Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Сегодня показываем спасение еще 4 очередных хвостиков. Обледеневшую собаку, убежавшую от живодеров подальше от города, нашла женщина. Пес уже не реагировал и не мог стоять на ногах. Просто лежал и тихо умирал. Вот такой вот маленький, хорошенький, да, мальчик маленький, с биркой в ухе. Вот бирка в ухе. Вот такой вот он, волосатый. Ну, на ножки так встает, но чуть-чуть. Пока еще ему плохо. Пока плохо. Потому что я, когда его нашла, он еще бы 15 минут, и он замерз. Да, малыш? Да, лежал весь в снегу, весь во льдах. Вся шерсть во льду была. Тело каменное было, уже замерзал. Друзья, посмотрите вот на эту девочку. Серенькая, незаметная, но как трогательно она смотрит в глаза человеку. Как она просит человека о спасении. Как она обнимает руку человека, ни на что не надеясь. Вы посмотрите, сколько в ней трепета, любви к человеку. На эти кадры невозможно смотреть без слез. Вот и мы не выдержали, не смогли пройти мимо. Мы забрали ее. А вот эта семья попала в ППЖ недавно. Мамка и 2 детей, уже взросленьких. Всех забрали. Мамку пристроили там, в Якутске. Семья забрала ее. А брат и сестра прилетели в Москву на мое кураторство. Маленькие мои, привет! Прилетели, Дипик. Лика. Малышки, в Москву прилетели. Так, все нормально. Переноску сожрали. О, прилетела. Сожрала полпереноски. И куда ты вылезла? Кошмар. Давай, залазь обратно. Вот переноска Игоря. Новая, которая... Выломали они все. Это летели вдвоем 2 мелкаша. Так веселились. Вот малышенька у нас вот так стрессанула, наша девочка, и высунула мордашечку. Нет, малышенька, давай пойдем. Давай, засовываем. Давайте. Чтобы нам доехать хотя бы до машины. Теперь повыше. Теперь пониже. Заматываем, чтобы не выскочил. Здесь тоже вон тоже проели. Малыши сегодня стрессанули, конечно, все, да? Зайчики мои хорошки. Вот такие выразительные. Ну и все, не нервничайте. Я сама нервничаю, когда встречаю вас.
Братик и сестренка. 40-15. Где мои зайки? Алёсины. Мои хорошки. Коротколапик. Такой крепыш. Ну что, мой хороший. И 30-55. Очень выразительные. Очень выразительные мордашки. Молоденькие, до годика им. Мамочка осталась там, пристроенная там. А пройдет ли она? Давай тогда вертикально разворачивай. Ну, это какая? Шестерка? Ты поближе сюда, и я тебе помогу развернуть. Эй. Нет, по центру, пожалуйста, отправь. По центру, да, давай. Я принимаю тебя. А я за чемоданом скажу, давай. Смотри, чтобы она не перевернулась. Вот она. Вот она, все. И вот она. Вот такая рыжулька, Симочка. Вот такая красавица. Неземная. Многие помнят, как добрая женщина подобрала и отогрела в Новый год рыжего песика. Песик оказался девочкой Симочкой. После клиники там, в Якутске, Сима прилетела из самолета, отправилась сразу в клинику, в стационар в Подмосковье. Обследование показало венсаркома. Давай, смотри. Ну вот. Нет, ты прям категорически отказываешься в его сторону смотреть, что ли? Не нравится тебе с кошкой? Смотри, какой хамушка у нас. Смотри, какой хамушка. Да, хамушка такой. Вон какие золотые зайки, правда умная девочка. Боже, какая умненькая. Немножко откормить ее, и все замечательно. Ой, как понурилась. Не обижай его, ее. Ты мой хорошенький. Хороший, ты хороший. Хороший. Вот такая нежная. Посмотрите, девочка нежная. Я не могу тебе сейчас пойдем. Вот какие глазки умные. Она очень умная, очень мудрая. Она так любит обнимать человека. Вот, не хочет. Ну и молодец. Молодец. Молодец, что... Золотая рыбка. Молодец, что ты... Значит, ты будешь в семье жить с кошечкой. И не будет у тебя конфликтов.
Зашли, знакомимся. Пить хочет моя. Ты мальчик, девочка, иди ко мне. Иди, мой хороший, давай ушко сейчас с тобой обработаем. Клипсу сняли, ну не бойся. Клипсу сняли, надо ушко обработать. Давай, сейчас тебе будет хорошо. Не бойся. Такой вот прикольный. Симпатюля. Рыженький. Он куда на стул забрался. В окошко любуется. Дай, малышок. Ты мальчишка. Ты мальчишка. Такой прикольный. Давай ухо будем с тобой обрабатывать. Перекись вон у нас. Садись, садись. Ох, ты умный, сидеть можешь. Ой, ты послушный такой, да? Ох, ты умница какой. Сидеть. Он сел. Ой, ты молодец. Что там у нас? Улица там, да. Собачки там бегают. Прикольно. Пес. Вон дырка какая. Кто там бегает? Собаки бегают. Скоро ты с ними будешь гонять. Да. Скоро и ты будешь с ними гонять. 6-й год я занимаюсь вывозом, спасением якутских собак. Налаженные небольшие связи, какие-то отношения. Якутское спасение – это очень трудное дело. Очень нервное и очень дорогостоящее. Желающих заняться таким спасением очень мало, практически нет. Все, кто когда-то приходил в эту тему в 17-м году, в 18-м, на заре нашей этой деятельности, они все уходили, не выдержав этого адского труда. Где они все? Их нет. Вывозят по одной собачке, по 2, по 3, 10 и сливаются. Да потому что ни у кого не хватает терпения и сил. Гораздо легче подобрать сбитую где-то рядом в своем городе собаку и собирать на лечение и уход. Люди у нас гуманные, добрые и сострадательные. На одного покалеченного хвостика можно легко собрать и на лечение, и для своих нужд, так скажем. Поэтому якутская тема просто неинтересна большинству зоозащитников. Да, кто-то искренне хочет помочь бедолагам, но, столкнувшись с трудностями, отступает. Я думаю, было бы честно признаться, что не справился, и молча уйти, чем, уходя, вредить делу, которое и так на волоске, и любое слово аукается десятками смертей ни в чем не повинных собак. Это первое. Второе. Хочу ответить на ваши вопросы о якобы моем отказе от какой-то помощи международной организации. Друзья, я в здравом уме и трезвом рассудке, но никак не могла бы отказаться ни от какой помощи. Помощь нужна всегда, ее всегда не хватает. Но вот не припомню, чтобы какая-то международная организация предлагала мне помощь. Я объясню, почему это в принципе невозможно. Любые международные зоозащитные организации сотрудничают с официальными благотворительными фондами. Они по законам не могут помогать частным лицам, поймите это. Я частное лицо, у меня нет благотворительного фонда. И просить или получать какую-либо помощь я не смогла бы, даже если бы они предложили, но мне никто не предлагал и никто на меня не выходил. Да, мне рассказывали, что во время ведения вот этих вот военных, скажем так, действий против наших братьев меньших, звонили из каких-то фондов, ассоциаций, организаций, из разных городов и разных других стран, звонили
в мэрию звонили, в какие-то органы, структуры с просьбой остановить кровопролитие. Мне рассказывали об этом эти же звонящие люди. Но ко мне не обращался и никакой помощи мне не предлагал. Почему я, спасая столько лет, не создаю благотворительный фонд? Отвечаю. У меня нет времени на ведение дел этого фонда. Вести отчетность, нанимать сотрудников и отдавать за это деньги, которых всегда не хватает. Я лучше спасу еще 1, 2, 3 собак. Надеюсь, это тоже понятно всем. Если кто так не считает, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Создайте этот фонд. Давайте вместе сотрудничать. Я не откажусь, если вы часть функций возьмете на себя. А если вы хотите это повесить все на мои плечи, чтобы я успевала каждый день быть в портах, мыть переноски, отправлять эти переноски, а не покупать за двойную-тройную цену в Якутске, успевать лечить, посещать передержки и прочее, масса дел, а не сидеть на диване и не организовывать это все только по телефону, то нет, друзья, такого быть не может. Надеюсь, меня услышат те, кто писал, задавал вопросы или собирается давать подобные советы. Всегда говорила и говорю, если вам кажется, что кто-то делает не так, не то, мало или плохо, то возьмите и сделайте сами. Покажите всем, как надо. А раздавать советы я могла бы тоже. У меня тоже есть свое видение, свой взгляд. Люди вот только не способны слышать, да и не любят слушать, пока сами не обожгутся. А также напомню, волонтер – это не профессия, это состояние души на данный момент. И если есть силы, то тогда спасаешь. А теперь у меня вопросы. Кто готов учиться? Кто готов забыть про себя и комфорт? Кто готов бегать по портам, таскать тяжести в виде грязных переносок, мыть, паковать, отправлять? Покажите мне еще такого человека. Может быть, мы с ним объединились бы? Да не найдете. Я много раз пыталась найти помощь, найти помощника, найти единомышленника. Не получилось. Надеюсь, что я внятно ответила на сплетни, слухи, вопросы людей, которые так и не поняли, к какой тяжеленной якутской теме они прикоснулись. И не окунувшись вглубь ее, с ее менталитетом региона и адской логистикой пассажиров и переносок, вышли из нее. Выходить из темы, как от гостей, надо красиво, достойно. Не пороча тех, кто из последних сил остается там, благодаря своему адскому труду, который кто-то не выдержал даже 1 месяца. Много я таких повидала за 5 лет. Огромная просьба не мешать делу спасения, не ставить палки в колеса. Цена такого вредительства – это жизни якутских бездомных собак.